Салям алейкум. Это канал Крами Татарс Клаб и проект Миркес. Сегодня мы обсуждаем интереснейшую тему, которую мы обозначили как образование, возможность или обязанность. Принято считать, что образование консервативно по своей природе, потому что ее смысл – передача опыта. От поколения к поколению передаются не только знания, но и правила, модели поведения в обществе. Люди получают не только образование, в рамках учебных заведений они адаптируются к существующему порядку, к правилам игры в обществе. С началом информационного века и быстро меняющимися запросами общества образование становится частью ежедневных забот. Мы постоянно находимся в процессе обучения, независимо от нашего статуса. Школьные чаты в мессенджерах заменили дневники, а у родителей теперь нет шансов избежать школьных забот. Выпускники же стоят перед выбором, где получать высшее образование, уезжать или не уезжать из Крыма. Родителям остается только ждать, вернется их чадо или нет. Мир вокруг нас стал сложнее, и очевидно, что простых решений не будет. Ну что ж, мы начинаем наш разговор в приятной, интересной компании. И сегодня у нас полный гендерный беспредел. Мы не выдержали никаких рамок. Говорим об образовании. И первая тема, которую бы я хотела бы затронуть, или первый блок, о котором бы я хотела поговорить, это образование в 21 веке. Эльмира Ханум, я хочу начать с вас, как с политолога. Сегодняшние тенденции, да, в образовательной сфере, непрерывность, включенность постоянная людей, да, мы постоянно на связи, постоянно обучаемся, меняются запросы и времени, и, собственно говоря, самого общества. Насколько вот эти тенденции, которые существуют в мире, соответствуют или применимы к нашим крымским реалиям? Мы живем в мире, который глобализуется. Да? И это означает, что все регионы мира так или иначе вовлекаются в какой-то общий процесс. И эта глобализация проходит на разных ступенях, в том числе и в сфере образования. То есть Крым хочет или не хочет, несмотря на все условия, в которых он находится, он так или иначе следует в фарватере тех тенденций образовательных, которые существуют. И вы их перечислили сегодня. Это действительно включенность, это вот это непрерывное образование, которое вот на Западе получило мощное развитие, которое к нам тоже приходит. То есть люди на протяжении всей своей жизни имеют возможность заниматься, получать знания, получать иные профессии, да, это различные программы переподготовки, повышения квалификации и так далее. Это универсальность образования, его доступность. То есть любой человек сегодня в любой точке мира может слушать курсы любого университета мира. То есть Крым и население Крыма, в том числе крымские татары, они, конечно, часть этого общего процесса. И здесь, конечно, нужно сделать оговорки на то, что есть определенные ограничения, которые тормозят, я бы сказала, или даже замедляют этот процесс. Что за ограничения? Конечно, мы говорим о том, что Крым — это провинция. Давайте вот с этого начинать. Да? То есть это вот объективная данность стоит в том, что Крым — это провинциальный регион. Не только географически. Географически, и который тянет за собой другие вещи, то есть и политические в том числе. И это говорит о том, что какие-то новейшие тенденции, технологии образовательные, они приходят сюда с неким опозданием. Это первый момент. Второй момент, сугубо политический, это, конечно, санкции, о которых мы говорим, что, конечно, ограничивает, сужает возможности, но не уничтожает их. Поэтому мы следуем в рамках общих неких тенденций, но с неким замедлением, я бы сказала, с некими ограничениями наших возможностей. Вот так. Енисей Ханум, у вас такое же ощущение, работая в ВУЗе, работая со студентами, такое же ощущение времени и тех тенденций, которые есть? Работая со студентами, работая с детьми, мы педагоги, держим руку на пульсе. И, конечно, тренды, которые есть в мире, мы отслеживаем. Но я подойду к этому вопросу как педагог. И среди трендов, конечно, я, наверное, первым отмечу это формирование осознанной, сознательной личности. Это первый тренд, который сегодня выделяют очень многие педагоги. И опирается эта тенденция на личностно-ориентированный подход. И для нас, для крымских татар, это тоже очень важно. То есть формирование сознательной личности через знание о своем языке, о своей культуре. А через эти знания и формирование сознательной личности мы формируем у ребенка формируем понятие национальной идентичности. И, конечно, эта тенденция, она актуальна для нас. Я как педагог очень люблю этот подход, личностно ориентированный, очень сложный.
Он требует постоянной работы, постоянных бесед, контакта, да. И могу отметить ряд проблем, с которыми мы сталкиваемся непосредственно в среде крымских татар. Не секрет, что многие родители, конечно, уделяют внимание своим детям, а многие родители в силу своей занятости не уделяют достаточного внимания своим детям. Поэтому вот первое — это формирование сознательной личности, это, конечно, беседы. Подождите, вы сейчас разрушили главный миф крымско-татарской семьи о том, что чадо — это центр вселенной крымско-татарской, и ему все внимание. Получается, что это не так. Есть разные семьи, есть разный опыт. Есть семьи, где уделяется большое внимание, а есть семьи в силу занятости, я это говорю из собственной практики, где есть достаток, но нет самого главного беседы, нет внимания достаточного. А это все очень важно для формирования сознательной личности. Ведь сознательная личность только формируется через знания, через контакт. Есть другая проблема. Очень многие родители выбирают эту теорию свободного воспитания, в силу, наверное, где-то достатка, где-то недостатка педагогических компетенций, уходят в другую область, где-то, наверное, анархическую. То есть максимум свободы и никакого контроля. Это тоже проблема, которую мы видим как педагоги. То есть тут очень важно по формированию педагогической компетенции. Что такое личностно-ориентированное развитие? Это прежде всего построение четких правил. Это как правило дорожного движения. И когда мы это формируем с раннего дошкольного возраста, в подростковом возрасте, как правило, дети идентифицируют себя как крымские татары. Они желают изучать свой родной язык. И я считаю, что для нас это очень важно, формирование сознательной личности. Потому что тогда он говорит: да, я крымский татарин, я знаю свой язык, я знаю свою религию, я идентифицирую себя со своим народом. Это очень сложная работа, очень емкая работа, но она очень важна. Второй тренд — это, наверное, антигаджетизация, наверное. Скорее всего, минимум гаджетов, да. И тут, конечно, очень важно понимать пользу и вред гаджетов. Не секрет, что сегодня есть очень много исследований, которые говорят о том, что до 3 лет это 0 минут гаджетов. Почему? Потому что, с педагогической точки зрения, это притупляет развитие воображения. Это очень серьезно. Притупляет эмпатию. Да, то есть поставить себя на место другого. Ребенок, сидящий в телефоне, никогда не будет сопереживать кому-то или чему-то. Да, есть исследования. Недавно я читала исследования ученых из Кембриджа. Они доказали это на примере 180 тысяч респондентов. И что может дать альтернативу гаджетам? В дошкольном возрасте это сказки. И когда мы очень часто беседуем с детьми и просим их что-то вообразить, можно сразу дифференцировать детей, выросших на гаджетах. Они притупленные. То есть когда ты говоришь: у тебя в кармане волшебный ключ, дети отвечают: у меня нет никакого ключа. То есть представить ситуацию с Буратино вообще невозможно. Сложно, да. А это все воображение, это развитие в будущем проектов. И третье направление — это проектная деятельность. Не секрет, что в топе университетов мира лидирующую позицию занимают вузы, которые дают продукт. А как готовить детей, подрастающее поколение, готовых давать продукт? Через эти же проекты. Это не к вам приходят свободные дети с контролируемой свободой. К нам приводят детей свободных, родителей, которые они на сегодня отдают отчет в том, что сегодня мы живем в очень динамичном мире, да, где происходит процесс глобализации, интернализации. И родители понимают, что если они будут просто оставить ребенка в свободном плавании, не будут ему помогать, не будут либо самостоятельно заниматься с ребенком, либо же не отдадут на какой-либо кружок, да, для дошколят, то они подвергают детей испытанию, где потом, когда ребенок поступает в 1 класс, он будет уже ощущать разницу, испытывать сложности, потому что большинство деток, которые уже приходят в школу в 1 класс, они уже приходят со своим багажом знаний. То есть сказать, что, как Инси Оджа говорила, свобода начинает граничить с какой-то анархией, и родители боятся выставлять рамки, они отпускают детей в свободное плавание и на самом-то деле не контролируют этот процесс, и ребенок в дальнейшем спасибо им за это не скажет, потому что действительно он столкнется с рядом сложностей. Есть один такой момент, сложность в том, что
все-таки среди деток, да, конечно же, попадаются детки из тех семей, где родители форсируют развитие. И вот это тоже как бы действительно сложность, с которой мы сталкиваемся, потому что работая с детьми, особенно с дошколятами, мы должны работать, это очень хрупкая такая субстанция, да, где очень важно не нарушить природу, где очень важно рассмотреть то, в чем ребенок хорош, рассмотреть, увидеть его потенциал. И этого свободного ребенка не засунуть в рамки, да, и не сделать его среднестатистическим ребенком, который будет на табуреточке рассказывать стихотворения, да, это будет радовать всех вокруг, но, вероятно, такой подход может нарушать саму природу и как бы ребенка. Вот, то есть наша цель — принять свободного ребенка, раскрыть в нем потенциал и выпустить также ребенка свободного, свободолюбивого, но знающего, что нельзя нарушать границы чужие и нужно уметь охранять, отстаивать свои границы. Дать алмазу грань. Да. Ленора Ханум, ну, у нас с вами будет серьезный вообще разговор, да. Почему? Потому что это правовые основания любой сферы, они самые важные основания. И когда я думала о формулировках вопроса, да, юристу, который занимается вопросами образования в том числе, я думала о формулировке те правовые нормы, которые существуют в нашей сегодняшней реальности, это возможности или все-таки границы? На фоне там, новых изменений в закон об образовании, об ограничении просветительской деятельности, вот у меня субъективное ощущение, что это скорее ограничение. Ваше профессиональное мнение на этот счет? Право на образование, в принципе, оно не вчера родилось, оно закреплено в ряде международных актов, в том числе и в Конвенции о правах человека. Образование закреплено и в Конвенции о правах, защите прав ребенка. Поэтому возможности и границы, да, мы рассматриваем. Возможности, которые закрепляются в нормативных документах. Государство предоставляет возможность. В принципе, мы сегодня живем как бы в демократическом государстве, и поэтому мы всегда привыкли еще вот внести с советских времен, что государство нам должно. Нынешнее государство создает только условия для реализации своих возможностей. Подождите, но, насколько я понимаю, есть норма обязательного образования, по крайней мере, среднего. Разве не должно? Оно нас обязывает обучить свое чадо и дать какие-то базовые знания ему. Опять-таки обучить можно и дистанционно, и семейное образование. То есть это и можно прикрепиться к школе и посещать ее в определенные дни, раз сдавать там в четверть или в год экзамены, какие-то контрольные и так далее. Ну, то есть государство создает условия для того, чтобы ребенок получил обязательное образование. Это верно. Обязательность заключается в том, что для чего это надо, необходимо. Потому что ребенок несовершеннолетний, и он не может принимать ответственность за себя. Поэтому обязует родителей, чтобы ребенок получил образование. А как он реализуется уже в дальнейшем, захочет ли он поступать в колледж, в университет, дальше получать образование, это уже будет зависеть от совершеннолетнего человека, который получит табель об образовании и будет принимать самостоятельное решение. Да, государство должно создавать условия определенные и контролировать этот процесс, потому что, в принципе, либеральная вот эта вот позиция о том, что опустить вожжи и чтобы оно развивалось, как оно должно развиваться по своему природному, да, хотению, но все равно должны быть определенные нормы, те же федеральные государственные образовательные стандарты, которые государство контролирует. Иначе, как согласно теории хаоса, весь порядок стремится к беспорядку. Поэтому здесь государство должно контролировать, но опять-таки издержки и противовесы. Да? Родители непосредственно должны принимать участие через родительские комитеты, через классные комитеты, через какие-то общественные организации, которые предоставляют свое видение процесса образования. Интересная тема как бы государственного участия. Витания Ханум,
Вы как руководитель Центра развития детей, ваше отношение или ваше видение, скажем так, к вопросу частного и государственного образования? У кого, за кем будущее? Если ставить на чашу выбор между частным образованием и государственным, я на самом деле сделала выбор в пользу частного образования. То есть у меня Оно дети более мобильно? Оно более мобильно, оно более щадящее по отношению к детям. А в общеобразовательной школе, да, в среднестатистической, о какой индивидуализации может идти речь, если в классе 40 человек, если в условно. классе, да, 30 это я еще только уменьшила, если в классе 40 человек, и дети четко должны успеть определенную программу, учитель стремится, да, потому что у него тоже своя программа и свои обязанности. О какой индивидуализации может идти вообще в принципе речь, да? То есть, на мой взгляд, конечно, по возможности частное образование, оно на данный момент вот в нашей, да, ситуации, оно более качественное. Вот. Но если взять, к примеру, Финляндию, да? Финляндия такой замечательный пример, Давайте не будем. который наводит на грустные мысли. Да. Ну вот если взять Финляндию, да, либо там другие европейские страны, там, где образовательная система настолько слажена, мы видим, что там есть частные, да, школы, частные сады, но предпочтение дается государственным. Я буквально накануне общалась с Были в директором. Финляндии? Нет. Общалась с директором частного детского садика, и так вот родился разговор. Я спрашиваю, вот действительно частное, государственное, почему у нас не развивается частное? Вот в таком масштабном плане. Она говорит, вы знаете, вот нынешнее законодательство, да, ребенок все, учится в частной школе, над ним трясутся, холят, лелеют, обучают по каким-то именно новейшим стандартам новым. Но ребенок на сегодняшний день не имеет права сдавать те же ВПРы, экзамены, ЕГЭ в этих частных заведениях, в частной школе. Они все равно закрепляются в государственной школе. И вот этот ребеночек, барвиночек, он приходит в нашу школу, где там требования, что через металлоискатель идти надо сдавать экзамен, шоколадку с собой, если берешь, без всяких наклеек, без всяких этикеток, водички попить в прозрачной таре и так далее. Мир, да? То есть это колоссальный стресс для ребенка, поэтому здесь надо... Лена Нурхан, вот приведу пример, опять-таки, на своих старших девочек, когда они также сдавали в прошлом году ВПР, это все было на базе частной школы, да, металлоискатели, как бы это уже давно, да, у нас. Стресс был, дети очень сильно переживали, волновались, но это все было на базе нашей частной школы. Они сдали прекрасно ВПР, прошли отличные оценки. То есть и меня это обрадовало, я еще раз подтвердила, да, получила подтверждение того, что не зря они там посещают вот эту частную школу, и ВПР, он такой непредвзятый, да, экзамен, тут уже можно увидеть, хорошо ли шла подготовка, и мы выдохли с облегчением, потому что мы поняли, что да, это действительно того стоит. И как бы вот такой нюансик. Такой опыт. Да. В продолжение вопроса о функционировании, крымско-татарского языка и образовании на крымско-татарском языке. Ну, мы, наверное, должны говорить о том, что у нас есть государственный сектор. И мы, как граждане, как налогоплательщики, наверное, должны говорить о развитии образования на родном языке в государственных структурах, в государственных образовательных учреждениях, в дошкольных образовательных учреждениях, в общеобразовательных учреждениях. И когда говорим о за кем будущее, за государственными или частными образовательными учреждениями, ну, я как учредитель частного образовательного центра, тут хотела бы сказать, что, да, возвышая горы, мы не должны унижать и степи, потому что все-таки потому что все-таки чревато или объективно, если подойти к вопросу, государственные дошкольные учреждения на родном языке у нас очень давно функционируют. А другой вопрос, сколько их у нас, да? У нас на сегодняшний день 44 группы с крымско-татарским языком обучения, с 2 языками обучения. И тут родители вправе. Это право выбора. Да, мы, конечно, хотели, чтобы это было чтобы язык функционировал в полной мере как государственный, чтобы мы приходили, нам представляли в учебных заведениях право выбора изучения родного языка, по умолчанию образования. Но реалии таковы, что право выбора остается за родителями. И вот тут родители должны не спать. То есть использовать свое право
в полной мере. То есть это тоже проблема. Сегодня мы встречаемся с не одним и не двумя родителями, которые не пишут заявления, и это тоже проблема. С чем это вызвано? Да. Боязнь того, что ребенок будет плохо знать государственный язык. Не будет, потому что количество изучения государственного языка таково, что его не знать невозможно. Среда языковая такова, что не знать государственный язык невозможно. Есть другая проблема – сохранение родного языка. И вот тут количество часов языка такое минимальное, что дай бог бы сохранить свой язык на элементарном уровне. И поэтому я не понимаю тех родителей, которые не отдают своих детей в национальные группы, в национальные классы. Я забегаю вперед. И поэтому то, о чем говорит Витания Ханум, вот развитие дополнительного образования, частного сектора, это как бы не альтернатива, это в помощь развитию образования на родном языке. Могу ли я сказать, что сегодня актуальна такая тенденция, что крымско-татарский язык вытесняется вот в частный сектор, и там он востребован, а в государственном нет? Я считаю, что если бы была более активна наша родительская общественность, он бы не вытеснялся. Вот таковы сегодня реалии. Родители должны просто обращаться к руководству с заявлениями на право изучения родного языка, организации классов на родном языке, групп. И поэтому мы конкуренты ли мы? Нет, я не знаю, конкуренты ли. Другой процент, просто посмотреть, какое процентное отношение наших детей изучает родной язык в государственных образовательных учреждениях. По-моему, образование на родном языке, по-моему, 10%. Всего-навсего. Всего-навсего. И поэтому то, что мы делаем в дополнительном образовании, в частном секторе, это как бы помощь для того, чтобы охватить больший процент. Да? Очень хотелось бы, чтобы этот опыт пошел в регионы. Потому что в Симферополе в основном мы сосредоточены в Симферополе. Бахчисарай, другие районы, Джанкой, Керчь, Ялта, Алушта. Ведь там тоже есть у нас состоятельность. У нас очень много сегодня бизнесменов. Вот мы, наверное, должны дорасти до того уровня, когда бизнесмены готовы помогать, готовы инвестировать в развитие образования на родном языке. А мы, частный сектор, мы, может быть, будем предлагать франшизу. То есть мы уже знаем, как работать, мы можем предлагать содержание. Но охватить весь Крым мы физически не можем. Поэтому тут очень важна инициатива, да. Сразу возникает вопрос кадров. Насколько мы готовы в кадровом своим потенциалом? Это сложный вопрос. Но пока не будем готовы. Он решаемый. Он решаемый. В принципе, мы готовы. Почему он сложный? Есть 2 вуза, которые готовят специалистов. Ежегодно, да? Ежегодно, уже на протяжении какого количества лет? А где все эти кадры? Эльмира Ханум, это очень актуальный вопрос. Их недостаточно. Они все трудоустраиваются. Специальность? Кто-то по специальности, кто-то не. Я могу сказать из опыта Центра развития и обучения детей и подростков Фиданчах, я работаю с филологами. То есть обучить филологам-методикам проще, чем обучить дошкольника или учителя начальных классов методикам, языку. Обучение языку более длительный процесс. Но мы поставили этот путь, наработали свой опыт, и мы сами готовим свои кадры. И мы, наверное, сегодня уже пришли к тому, что мы готовы помогать и государственным образовательным учреждениям в подготовке кадров. Сагунус, у меня есть еще одна такая, скажем так, подтема, о которой хочется поговорить. Это эффективность образовательной системы, ее результативность. И очень часто ее измеряют качеством результатов обучения. Да? То есть я, когда готовилась к нашей с вами беседе нашла такое мониторинговое исследование. Любой политолог не может без цифр. Мониторинговое исследование. Есть такая компания международная, PISA, которая раз в 3 года проводит мониторинг систем образования и обучения, их эффективности в разных странах. Так вот, главным фактором эффективности по результатам их исследования является вовлеченность родителей, либо в глобальном смысле общества, в образовательный процесс. Насколько наши родители, наше общество включено в этот процесс, и вообще эта тенденция актуальна для крымско-татарского пространства? Что имеется в виду под вовлеченностью? Участие в жизни ребенка, участие в учебном процессе, участие в проектах ребенка и так далее, и так далее. Очень интересные критерии оценки эффективности, потому что их так много на самом деле. То есть в вузах у нас свои критерии оценивают. Витания Ханум, который работает в вузе, тоже знает. У нас все цифры, это все измеряется цифрами. Да? Эффективность, например, работа преподавателей измеряется количеством их статей в престижных изданиях, Scopus, Web of Science и так далее. Скучные критерии. Эффективность, собственно, образовательного процесса измеряется трудоустройством выпускников,
что очень часто фиктивно просто фиксируется где-то и так далее. Поэтому тут, мне кажется, очень большой вопрос оценивания эффективности. Что вкладывать в это слово, понимаете? Если вкладывать, я не знаю, там, тот багаж знаний, который мы даем ребятам, да, это для меня это более понятная вещь. То есть чем от нас уходит. Это измерить тяжело. Но это уже на субъективном уровне ты можешь там сказать, есть там группа, которая окончила 30 человек, да, наш выпускник, например, политологи. Какой процент из них там эффективно провели эти 4 или 6 лет в университете? То есть ты можешь по своим каким-то там шкалам оценивать. Это эффективность результатов обучения, эффективность этого специалиста на выходе, как замерить? А это только работодатель может. То есть мы не в силах давать такие оценки. Мы даем готовый продукт. Работодатель, нет, кстати, этой обратной связи. Если бы мы отправляли, и нам потом назад прилетало и говорили... Что-то вы не то подготовили. Да, либо вы молодцы, грамоту кто-то давал, мы могли бы, наверное, говорить. А нет этого механизма оценивания на самом деле. Да, и поэтому то, что вы озвучиваете, эта вовлеченность, она звучит, по крайней мере, для меня очень абстрактно. Образовательная система, та, в которой сейчас обучаются наши дети, она уже устарела. Об этом говорится везде, и говорят об этом все, что концепцию школы уже давным-давно пора менять. Но об этом только говорится, где-то что-то добавляется, как добавились ЕГЭ. Что они привнесли в образовательную систему, нашим детям? Только дополнительный стресс. Вся программа, главная цель — подготовить хорошо и изучать хорошо те предметы, которые будут на ЕГЭ. То есть идет полное обесценивание других предметов, например, гуманитарных, таких, может быть, где-то ИЗО, либо там лингвистические, английский, либо немецкий, если кто-то изучает дополнительно. Идет обесценивание тех предметов, которые, вероятно, могли бы дать ребенку возможность стать действительно настоящим, стоящим специалистом, профессионалом, который в дальнейшем будет отличным сотрудником, который, может быть, у него получится действительно классная карьера, если буду давать возможность ему развиваться там, в чем он хорош. Я сейчас понимаю, что образование неэффективно, мои дети без желания идут в школу, потому что там они сталкиваются с... Они не отказываются учиться, они хотят учиться, но они сталкиваются постоянно с давлением. Учителя... Со стороны учителей, со стороны программы. Огромное количество домашнего задания, огромное количество информации, с которой ребенок не справляется. Вы спросили, вовлечен ли родитель. Да, родитель вовлечен, но не в той степени, в какой он хотел бы. Не в той роли. Не в той роли, да. Я бы, как мама, очень бы хотела быть вовлеченной в развитие эмоционального интеллекта своих детей, в общении, в путешествиях с ними по родному Крыму, в изучении интересных фактов. Да. Но сейчас получается так, что дети приезжают со школы, переодеваются, едят, и мы начинаем делать домашнее задание. А домашнее задание у нас обычно тут это отдельная история. Это отдельная история, и родители все вовлечены, потому что абсолютно неграмотная, неправильная. В качестве надзирателя роль меняется. Да. Эта образовательная программа, Я слушала Витания Ханум, я вспомнила здесь, знаете, очень хороший анекдот. То есть Министерство образования решило проблему утечки кадров на Запад, То есть нет мозгов. Нет утечки мозгов на Запад, то есть нет мозгов, нет проблемы. Решило министерство и начало реформы. По-моему, это все об этом. Да. То есть мы все сейчас, и начальная школа, средняя школа, высшая школа, все проходим через этап такого реформирования просто кардинального, и многие из нас не понимают, куда это все идет. Да. И к чему это приведет вообще. Эффективность, если брать это как главное слово в вашем вопросе, вообще в обсуждении, то есть непонятная эффективность, то есть непонятно, что из этого получится. Что мы хотим получить на выходе. Да. Это такой эксперимент, можно сказать. Если, например, говорить о дошколятах, о дошкольном образовании, детские центры развития, то здесь о вовлеченности родителей, здесь можно легче дать фидбэк. Вовлеченность родителей высокая. Родители понимают, что нужна поддержка детям, что нужно помочь детям заложить эту почву такую благодатную, чтобы дети потом могли проращивать свои знания, свои умения. Здесь вовлеченность родителей, она позитивная, и микроклимат позитивный, в этих организациях. А если мы пойдем в школьный класс, то там о позитивном микроклимате, к сожалению, не удается нам говорить, потому что идет такая полная, на самом-то деле, может быть, неправильно это говорить, но я делюсь тем, с чем сталкиваюсь, как мама, я вижу, что идет такая негативизация и отрицание, сопротивление. Тут уже не учителя так как раньше, оджа,
такое уважение. Это человек. Оджа — это проводник, который помогает ребенку, да, пройти в мир знаний. Да. То есть сейчас нет этой системы. Сейчас это училка, которая замучила и нагрузила домашним заданием, а ты не успеваешь, и тебе и от учителя попадает, и от родителя попадает. То есть это очень такая неправильная структура. Ребенок между молотом и наковальней. Да, помимо позитивных сторон, здесь очень много негативных. Потом возвращается ребенок домой, выполняет домашнее задание и ныряет в соцсети, ныряет в эти гаджеты. И какой ребенок у нас на выходе? Уставший, утомленный, весь в стрессах и неврозах. То есть вот это результат этой образовательной системы. Ее эффективность, да? Да, я так считаю. Да, можно дополнить? Ну, да? конечно, да. У меня дети ходят в ту же школу, что когда-то я ходила раньше. И, честно говоря, меня потрясло, когда я зашла в класс по физике. Я помню, какой это был класс. Это были портреты великих физиков, это были формулы, это было что-то такое вот интересное, колбы, где-то что-то стояло. Сейчас это голые стены, 4 лампочки на потолке в шарообразных люстрах. Аскетизм. А потому что по санпинам нельзя. Вот почему-то в школах очень сильно подход к формализму. Но по санпинам должен быть плакат антитеррористической деятельности, висеть пожаротушение прибор, скажем так. То есть вот как-то вот слишком формализированно все подходит. По санпинам, по нормам, по госстандартам, которые ребенок не воспринимает вот эту взрослость. Ну и в которые таком мало возрасте. относятся к физике, давайте Да. прямо скажем. Ну или так опосредованно. Еси Ханум, вы работаете и со студентами, и со школьниками, и часто пересекаетесь с родителями. Да? Я хочу спросить о крымско-татарской мотивации в получении образования. Есть ли вот такая последовательность мотивов, как знание – это возможность поступить в хороший университет, дальше это хорошая работа, дальше это хороший социальный статус, либо успех, что кто во что обличает. Да? Есть ли такая вот последовательность мотивов или нет? То есть для чего родители затрачивают средства, время и возможности, отдавая ребенка на дополнительные какие-то кружки и так далее? Для чего делают это крымско-татарские родители? Я буду ссылаться на свой субъективный опыт. Безусловно. Да, специальных социальных исследований, социально-педагогических исследований я не проводила. Но не буду скрывать, что у нас в основном думающие родители, родители, которые приходят за развитием. А какой процент среди нашего народа приходит за развитием, мне сложно сказать. Но то, что эта тенденция сохраняется, и я просто поражаюсь родительскому усилию, насколько родители вкладывают в развитие ребенка. Постоянные кружки — это же огромная работа, нагрузка для родителей. Но родители отдают себе отчет, и я вижу, какой результат они получают. Есть дети, которых мы ведем с 3 лет, и они до сих пор ходят к нам. Я вижу результат семьи, школы, дошкольных образовательных учреждений и центров дополнительного образования. Это дети довольно-таки успешные. Какой процент их среди нашего народа, мне сложно говорить. Наряду с такой родительской активностью и с таким подходом есть и другая сторона. Мы встречаемся с тем, что образование нам нужно формально. Для того, чтобы... Что нужна корочка? Корочка, да. И я всегда говорю своим студентам о том, что очень много думающих среди студентов, которые на самом деле готовы работать для получения качественного образования. Но они вынуждены работать. Перед ними стоит выбор. Но можно совмещать на самом деле. Мы ведь, не секрет, что мы тоже работаем не в одном месте, не в одном учреждении, поэтому при желании можно совмещать и учебу, качественную учебу, и работу. У нас нет другого пути. Для того, чтобы конкурировать в Крыму, как крымским татарам, нам нужны качественные знания, мы это уже проходили не раз. Потому что мы народ, который идет демократическим путем. Да? И наш демократический путь для того, чтобы конкурировать, у нас нет другого выбора. Мы должны быть на голову выше. Мы должны быть серьезно конкурентоспособными. Можем реализовать в государственной сфере, можем реализовать себя в частной. И я это поняла в частном секторе, я это поняла за последние 5 лет в связи с изменениями в моей жизни. И когда у тебя есть серьезный багаж знаний, когда ты можешь конкурировать, ты не останешься без куска хлеба. Это у нас генетически было, мы знаем, что это был не год. Но где-то
требования к получению качественного образования все-таки снижается. Эта тенденция тоже есть. То есть разные подходы, разные родители, разные семьи. Есть, которые идут за качественным образованием, родители вкладывают в развитие качественного образования, результаты мы видим. Это, не секрет, это было еще при Госпринском. Это одаренные дети, это интеллигенция. Но на ней это и держится. Очень много. И посмотрите, школы Госпринского, они тоже были для народа. Но в этих народных школах вырастили ведь не одно поколение интеллигенции. Поэтому вот эта формула, она нужна нам и сейчас. Качественные народные школы, чтобы подготовить конкурентоспособное поколение. Поэтому я не раз об этом говорю. Мы, наверное, должны открывать свои частные детские сады, свои частные школы. И государственные параллельно должны развиваться, но мы давно должны были к этому прийти. Эльмира Ханум, я немножко хочу такой социальный аспект затронуть, связанный с глобальной тенденцией, которая сегодня присутствует в мире, это увеличение продолжительности жизни. Она просто везде дает свои, скажем так, итоги и влияет практически на все. Как это отражается во-первых, на детско-родительских отношениях, и, во-вторых, какие запросы могут возникнуть или уже возникают у общества, родителей к системе образования? Это действительно важная тенденция, и все социологи отмечают, что если сравнивать с предыдущими эпохами, мы видим, что сегодня все более замедляется процесс взросления детей. То есть возраст как некий маркер социального наполнения человека, его мировоззренческих каких-то вещей, он перестает работать. То, что работало, например, на категории возрастной наших родителей, оно в какой-то степени еще работало на нас. То есть мы были все-таки достаточно поколенчески были близки друг к другу. А вот нынешняя молодежь, то есть те, кто миллениумы, особенно эти зумеры и так далее, они вообще развиваются по своим собственным тенденциям, эти молодые люди. То есть там своя траектория движения. Да? То есть мы не можем применять какие-то свои устоявшиеся представления о том, каким должен быть молодой человек в таком возрасте, к этим молодым людям, которые сегодня вступают во взрослую жизнь. И это отражается на очень многих вещах. Если посмотреть на тех студентов, которые приходят к нам, с кем я работаю и о ком я могу говорить более-менее компетентно. Это молодые люди, которые 17-18 лет, они приходят на первый курс, но это дети. Это дети. Абсолютно дети. То есть ты приходишь в эту аудиторию, ты понимаешь, что это детство. То есть они по поведению, по тому, как они себя ведут, по тому, как они коммуницируют друг с другом, по отношению к образовательному процессу. Это дети. То есть у них начинается процесс взросления ближе к 4-му, 3-й, 4-й курс. Такой переломный момент, когда они начинают более серьезно ко всему относиться, задумываться, что я тут делаю, что у меня получится, куда я потом пойду. Тогда у них начинается первый кризис, они начинают приходить и спрашивать, а мы тут учимся, и что с нами потом будет, кем мы можем работать и так далее. Раньше этого нет. Понимаете? И поэтому это очень сильно трансформирует вообще образовательный процесс. Ты понимаешь, что ты должен по-другому его выстраивать на самом деле. А не под тем лекалам, которые работали еще 10 лет назад. То есть сейчас эта перестройка, она потихонечку, кстати, происходит. Не знаю, слышали вы, наверное, о том, что КФУ, наш вуз, он переходит сегодня на эту личностно ориентированную программу. Индивидуализация, да. Когда первые 1,5 года студенты будут изучать все предметы. Все. Студенты, неважно, куда они поступили, на какую специальность, они будут все слушать одинаковые дисциплины. Зачем это делается? Общеобразовательный такой. Общеобразовательный. То есть у них будет немножко по той специальности, на которую они поступали, политология, история, что-нибудь и так далее, но общий каркас дисциплины будет общим вообще для всех. И это делается для того, чтобы они немножко подросли, и когда они будут в конце 2-го курса, морально, чтобы они поняли, действительно ли они поступили на ту специальность, на которой они хотят учиться дальше. И я считаю, что это правильно. Мы действительно сталкиваемся с тем, что они поступают, не понимая, куда они попадают, а потом начинается ломка у них. А тут у них есть возможность потом перейти. О чем это говорить? О том, что образовательный механизм, эта образовательная система, она постепенно реагирует на эти какие-то поколенческие изменения. То есть это настолько становится уже просто явным, заметным, что
невозможно игнорировать. Да? Я тут пошутила про реформы образовательные. В целом это ужас, но вот какие-то вещи, они действительно имеют под собой основания, потому что все это основано на логически как раз-таки выкладках. Это общая такая тенденция того пространства, где мы живем. И это не может не радовать, на самом деле. Детско-родительские отношения. Ну, тут я вряд ли такой вот компетентный. Ну, в рамках общей социологии, что называется. Ну, в рамках как бы вот той литературы, той информации, которая как бы есть, которую мы используем в образовательном процессе, мы видим, что вот связка, что говорят социологи, что отношения детей с родителями вот этого поколения молодого, оно гораздо лучше, чем отношения детей и родителей предыдущих поколений. То есть у нас с родителями все не так. Не так просто, Да. не так, да, радужно, как вот у нынешнего поколения. То есть речь идет о том, что родители становятся все более продвинуты, много читают, слушают. То есть, да, немножко мир стал шире вокруг, информации много и так далее. То есть они начинают как-то стараться по-другому выстраивать свои отношения. Здесь, конечно, есть перекосы, о чем уже говорилось. То есть есть крайности. Есть те, которые просто, ну вот, третируют своих детей, да, вводя по всем возможным кружкам, развивающим и так далее. Здесь те, кто вообще забивает на их развитие. Но в целом, мне кажется, что мейнстрим такой, что родители стараются слушать своих детей в большей степени, чем это делали предыдущие поколения, потому что тогда все-таки это социально-экономический фактор, это очень важно. Жизнь была сложнее, выживать нужно было, чтобы мобилизоваться полностью обоим родителям. Сейчас, как мне кажется, мы стали жить лучше, да? В экономическом, Кто бы что ни понимал вот Да. под этим выражением, лучше, проще, легче, и поэтому больше возможность уделять внимание детям, наверное, более чуткими по отношению к детям. Ну, это хорошая тенденция. Меня это, например, радует, что родители и дети в постоянном диалоге. Ленора Ханум, я вернусь немножко к нашим крымско-татарским классам, образованию на крымско-татарском языке. Что происходит вообще с нашими родителями? Почему они не пишут? Вы очень часто сталкиваетесь, я знаю, с необходимостью правовой консультации, да? И что происходит с нашими родителями, которые, не берут на себя ответственность, не добивают, не доводят до конца в вопросах отстаивания права обучения наших детей на родном языке? Существует несколько факторов, на самом деле. Мы их разделяем как на исключительно родительские факторы и администрация школ. Например, администрация школ, когда родитель приходит с заявлением и пишет, я напомню, что сейчас получается, что согласно ФГОС, родной язык и родная литература являются предметной областью, обязательной к изучению. То есть нельзя отказаться от родного языка. Уже второй вопрос, какой язык является родным. Напишет об этом в заявлении родитель. Поэтому, когда ребенок, поступая в школу или переходя с одной ступени на другую, родитель пишет о родном языке. И здесь включается администрация. Путем манипулирования, психологического давления всячески отговаривает родителей от написания заявления на изучение как предмета родного языка крымско-татарского, либо обучение полностью на родном языке. Манипуляция и психологическое давление заключаются в следующем. Мы сталкивались с этим повсеместно, как мы говорим уже, видимо, методички есть соответствующие. То есть это системная работа? Да. То есть в разных концах Крыма одни и те же ответы. Ваш ребенок не сдаст ЕГЭ, потому что будете учиться на родном языке, это сложно. Крымско-татарский язык, зачем он вам нужен? Потому что он нигде не реализуется в дальнейшем. У нас нет класса, у нас нет учебников, у нас нет парт, нет преподавателя. Подумайте хорошенько, лучше сдавать на русском языке. Зачем? В принципе, вот все вот это сводит к тому, что родитель задумывается и думает, действительно, а зачем? Почему срабатывает этот комплекс страшилок? Родители... в принципе, потому что родители, это в первую очередь, это люди. Мы все подвержены к манипуляциям и психологическому давлению. Но это не во всех школах. Как правило, во всех, скажем так. Да. Были такие школы, когда мы приходили, срез делали правовой, а нам директор говорила, вы знаете, у нас набиралось 30 человек в первый класс, и мы хотели открыть крымско-татарский. Я каждого родителя приходила и за руку просила, чтобы написали заявление. 0 заявлений. Родители не хотят. А теперь мы возвращаемся к родителям. Занятость, я не знаю, крымско-татарский язык, он нам не нужен. А однажды я услышала совершенно
волшебные слова, когда родительница, при этом она сказала, что я преподаватель крымско-татарского языка, но в другой школе. Вы знаете, я вот даже своего ребенка не рискую отдавать в школу, в класс с образованием, с обучением на родном языке, потому что такие звуки, как КГДЖ, очень сложно для произношения. Учитель татарского. Да. Но мы не знали, как на это отреагировать. Другой учитель крымско-татарского языка и литературы, тоже почему-то учителя нам так вот интересно. Он говорит, вот, ну, ребенок же будет путаться. Здесь мы на русском мы разговариваем, там на крымско-татарском, плюс английский язык, плюс еще второй будет иностранный язык. Это очень сложно для ребенка. То есть вот очень много факторов. Сложно ли для ребенка на самом деле вот такая языковая нагрузка? До 3 лет мы изучали обучение на одном языке. Потом добавляли обучение на втором языке. 4 года, например, изучение русского языка, обучение на русском языке, а с 5 лет изучение английского языка. И вы знаете, это из субъективной практики. Я видела шикарные результаты. Несколько лет назад мы были в Латвии, изучали опыт билингвального обучения, и профессор, которая разрабатывала модели, она вообще предлагала изучение 4 разных языков из разных языковых групп. И мы видели, что дети, если Спокойно справляются. Скажите, будущее, я так понимаю, заключается в нашей крымско-татарской вот в этом контексте, в том, что большинство детей будут русскоговорящими, с каким-то отдельным знанием каких-то фраз? Или я ошибаюсь? Иншаллах, вы ошибаетесь. Будем надеяться, что вы ошибаетесь. Вот это по вашей практике? Хотела поделиться нашей практикой в нашем детском центре, в нашем саду. Мы уже с весны работаем как сад на полный день, и у нас 100% погружение в языковую крымско-татарскую среду. Я не знаю, что сказать, но иногда я просто себя чувствую Робинзоном Крузо. Вот честно, когда я прихожу в центр, и когда мы работаем с педагогами на факультете, мы живем на таком неком необитаемом острове, где у нас есть языковая среда. Нам комфортно. Но... У вас свой мыльный пузырь? Мыльный пузырь, да. Но в отличие от Робинзона Крузо мы выходим в люди, да, и встречаемся с другой реальностью. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы в 21 веке язык Гаспринского был сохранен. И мы все делаем для этого. Но дети, которые говорят на родном языке, зачастую воспринимаются как маргиналы. Ребят лафите, чунки она саба баса лафите. Веутильму это бар хорантада. Эрши хорантадан башлай. Да, Эрши хорантадан башлай. И мне бы хотелось, чтобы каждый чувствовал себя Робинзоном Крузо в своей семье. Потому что если семья не дает этого, потом мы изучаем язык через другой. И есть и другие реалии, когда родители блестяще говорят на языке, но есть какой-то некий перфекционизм и хотят говорить на литературном языке. Задаю вопрос, зачем? Литературному языку научим мы. А семья должна сохранять диалекты, должна говорить на том языке, вот создавать ту языковую среду, естественную языковую среду. Да? Поэтому... Я. Ребята, я давал махкерек. Ару вдовал махкерек. Ну, да, чем больше, тем лучше. Да? Поэтому очень хочется, чтобы каждая семья понимала ответственность за сохранение языка. Да, и не перекладывала только на дошкольное образование, а дал на кружок, вот ваша обязанность обучить. Да. Это все должно продолжаться дома, и это должно быть нормой в семье. Ну, это должно быть нескончаемым, постоянным процессом. Да. Можно мыслить другими категориями. Можно вот вопрос? Да, вот мне кажется, что вот то, что говорит Анисия Ханум, абсолютно согласна. Тут даже спорить не с чем. Но мы об этом говорим последние сколько уже лет? 30, как минимум. Вот, да? А вот она не там. Вот мне кажется, не знаю, вот это что-то новое. Не то, что новое. Мне кажется, надо просто предлагать механизмы реализации этого. То есть взывать к совести родителей. Мне кажется, что это тупиковый путь. Понимаете, вы должны, вот надо так. Что делать? Вот это был мой вопрос к вам. Мне кажется, что должны быть какие-то более практически ориентированные вещи, которые мотивировали бы родителей вести себя так, вот демонстрировать желаемое поведение, о котором вы сейчас говорите. Понимаете? Взывать к совести не надо. Это не работает. Если бы это сработало, оно бы уже сработало. Вы знаете, Эльмира Ильичевна, мы недавно думали о мотивах сохранения крымско-татарского языка. И просто сидели, рассуждали. Вот главный мотив. Какой? Вот. Идентификация? Это сохранение как крымских татар. Другого мотива нет. Денег нам за это не заплатят. Курсов нам специальных не организуют.
Какой мотив? Если мы хотим сохраниться как народ, вот главный мотив. Ведь 50 лет мы жили с идеей возвращения на родину. Могли же наши деды сохранить этот мотив? Почему мы сейчас не можем на себя взять это? Да, может быть, это возвышенные призывы, да? Но есть другой путь. Я не об этом, я не о пути. Я говорю о том, что вот этот мотив, который очень правильный, очень рациональный, его нужно просто трансформировать в какие-то осязаемые вещи, да, которые можно потрогать, пощупать и так далее. Курсы, да, например. Донести до родителей, то есть в понятном каждому форме это. Понимаете, это можно на уровне интеллигенции обсуждать и говорить, это действительно... Мы с вами поймем друг друга. Но это вот туда, вниз надо спустить на понятном для людей языке, на каких-то конкретных примерах. Вот вы говорили о проектном мышлении. Это должно быть, знаете, через проекты как-то это сделать. Это нужно сделать модным. В том числе модным. Да. Потому что это работает на самом деле. Да, вот я вот только об этом. Престижным. То есть надо перестать стенать, да, и начинать что-то делать практическое. Вот я только об этом. Спор филолога и политолога. У каждого разное видение. На самом деле, видение одно, на самом деле. Я думаю, что мы тут не окей, разный подход. Разный подход. Вы затронули очень интересную тему, когда говорили, что язык — это прежде всего сохранение себя и своей собственной идентичности. Да, мы много говорили на тему, является ли язык маркером идентичности, но пока что, вот, несмотря на отдельные отголоски, пока что крымские татары считают, что крымско-татарский язык — это вот наша идентичность, это наш признак нашей крымско-татарскости. В этой связи у меня другой вопрос. Мы все, вот, вступая в те или иные образовательные отношения, говоря юридическим правовым языком, да, проходим определенную социализацию. Да? То есть, в первую очередь, школа, детские садики, университеты и так далее, институты — это институты социализации. Да? И они воспитывают определенных граждан. Они дают определенные установки. Каких граждан мы получаем на выходе вот сегодня? С чем мы столкнемся вот в контексте нашей крымско-татарской идентичности, крымско-татарскости? Мне очень нравится это слово, буду его употреблять. Эмир Ханум, я с вас начну. Смело начните. Да. Во-первых, я бы, знаете, что отметила? Что мы не можем привязывать социализацию молодежи исключительно к каким-то вот официальным образовательным учреждениям. То есть сегодня это так уже не работает. Социализация проходит не только вот через эти каналы. Да? Университеты, школы, детские садики, они все конкурируют с пространством интернета и со всем тем контентом, который там существует. Поэтому, вы знаете, прямого знака равенства между учреждением, где там ребенок учится, и выходом, что мы на выходе получим, гражданином, мы проводить не можем, потому что тут очень много входных. На самом деле, да? И по-разному выходит. Вы знаете, государство через свою систему образования, как мне кажется, иногда проигрывает, иногда удается ему достигать каких-то своих целей, но в целом это вот такой вот очень многофакторный процесс социализации, где и ситуация меняется постоянно, потому что сфера интернета, она очень зыбкая, она очень трансформирующаяся каждый день. Да? Новые проекты, новые люди, новые месседжи и так далее. И поэтому картинки меняются часто. Абсолютно часто. И поэтому мы здесь не можем, вот, знаете, какой-то план-проспект. Вот ты как бы сюда поступаешь, ты отучиваешься в этом вузе, ты на выходе будешь вот таким-то. Мы не можем такую картинку нарисовать сегодня. Слава Богу. Слава Богу. В наших реалиях, в которых мы живем, я думаю, что слава Богу, это наше спасение, что ли, от тех структурных каких-то механизмов, в рамках которых мы живем. Вот так. И последний вопрос, который бы я хотела обсудить с вами, мне кажется, он актуальный в контексте вот наших сегодняшних реалий и ориентиров. Это получение высшего образования за пределами Крыма и в Крыму. Да, и те все страхи нашего общества, вот, связанные с этим, да, что наша молодежь уедет, не вернется, растворится, ассимилируется и так далее. Несир Ханум, какие у вас ожидания от таких процессов? Я о получении образования за рубежом отношусь положительно. Если посмотреть на нашу историю. Исмаил Гаспринский учился за рубежом. Бекир Чобанзаде учился за рубежом. Думан Челебиджихан, Аблики Мельмий. То есть такая ярчайшая плеяда нашего народа, ярчайшая интеллигенция, которая получила образование за рубежом и которая сделала очень много полезного для народа. Вопрос в другом. Возвращается ли эта молодежь в Крым? И вот наша задача педагогов — работать над тем, чтобы эта интеллигенция вернулась. А эта интеллигенция — это будущее нашего народа. Элита. Угу. И многие из них вернулись. Ведь несколько лет назад очень активно обсуждался вопрос, возвращаются ли студенты, которые получили образование в Турции. Я не знаю в процентном отношении, какой процент вернулся, но судя по своим знакомым, которые обучались в Турции, они вернулись.
И многие среди них сейчас успешные бизнесмены в Крыму. И многие из них выехали для обучения из глубинок. И когда сегодня смотришь, они официально открыли фирмы, они налогоплательщики. И радуешься, потому что это вот то сознательное поколение, которое вернулось в Крым, которое воспитывает своих детей в Крыму. Есть ли процент, который остался за рубежом? Конечно, есть. Есть. Это тоже блестящие хирурги, я многих знаю, которые очень себя хорошо зарекомендовали за рубежом. Но это, наверное, естественный процесс. Но бояться, в принципе, обучения за рубежом, я думаю, не стоит. А главная проблема, чтобы они возвращались в Крым. Почему они должны вернуться в Крым? Очень многие описывают это как бесперспективно, как территория без Ленор Ханум, не секрет, развития. что нас тоже приглашали работать за рубеж и предлагали очень хорошие оклады с не в 1000 долларов, да? Но, тем не менее, мы остались в Крыму, мы работаем в Крыму. В принципе, в Крыму можно работать. В образовании, конечно, сложнее, а в других сферах ведь у нас очень много богатых людей. Те, которые встали на ноги, хорошо зарабатывают. В Крыму, если... у нас народ не ленивый. И если он не спит, то зарабатывать, в принципе, в Крыму можно. Поэтому это, наверное, главный фактор, который влияет на принятие решения, выбор в пользу Крыма. Может быть, у меня нет психологии иммигранта, мне тяжело жить за рубежом, я не могу долго находиться за рубежом, потому что Крым для меня это все. И поэтому тут я свободно дышу. Я думаю, для многих крымских татар это так. Зарабатывать, вкладывать в развитие своего народа. Это все воспитание. Это то, что мы, педагоги, вложим в мировоззрение, то, что мы вложим в душу. Поэтому это нам надо делать системно. И вот как раз вопрос, если человек не знает родного языка, является ли он крымским татарином, много же исследований по этому поводу. Является, конечно. Является, если он служит своему народу. Ох, вы сейчас получила эту фразу. Мы педагоги, мы читаем исследования, поэтому, да, мы можем за эту фразу получить. Ходите по лезвию. Я понимаю, но есть ведь ряд примеров, да, например, евреи, проживающие в различных уголках мира. Не перестают быть евреями, не перестают. Но, тем не менее, что они сделали? Они собрали, консолидировались и возродили свой родной язык. Это дорого. Сможем ли мы это сделать? Сможем ли мы вложить миллионы? И тут без патриотизма. Тут нужна экономика. Сможем ли мы собрать фонд? Рациональность, да. Наш язык не секрет. Да, у нас, в отличие от евреев, язык не умер, Аллах ашкур. Мы пока еще фатихану кумадах, мозгачок шкур. Но когда мы говорим о вопросе вернуться, не вернуться, наши студенты, наша элита домой, назад в Крым, мне кажется, актуально говорить и о способен ли или не способен Крым выдавать какие-то смыслы, которые возвращают этих людей. То есть рождаем мы какие-то идеи, рождаем ли мы какой-то дискурс внутренний, да, который привлекает и завлекает. Поэтому здесь должна быть жизнь, мне кажется. И только тогда к этой жизни будут тянуться люди, которые выехали. Согласны, нет? Абсолютно согласна и с вами, Ленора Ханум, и с Анисе Ханум. То есть я тоже за то, что не надо ограничивать молодых людей в выборе возможности учиться где-то. Если есть возможность получить престижное образование, качественное образование где-то за пределами, то есть я только за, и я всегда поддерживаю таких ребят. И здесь я тоже солидарна. Я согласна с тем, что надо верить в силу народа. На самом деле все, кто был за пределами Крыма, жил какое-то время за пределами Крыма, понимают, насколько у них обостряется национальное чувство Крыма. Когда ты во всем тебе начинает мерещиться Крым. Вот улица похоже звучит, да, вот тут какие-то символы и так далее. То есть не надо бояться, что мы потеряем. Какую-то часть потеряем, но мы потеряем тех, у кого нет ничего. Нет внутри Крыма. Нет внутри Крыма, понимаете? А вернутся те, у кого он есть, у кого он станет еще более актуализированным, сильным, и они вернутся как раз со смыслом, и с идеями, с энергией, которой здесь очень не хватает. И вот они начнут быть катализаторами разных интересных проектов. Поэтому мы должны пускать и, наоборот, их как-то знаете, не порицать, не выставлять их какими-то отщепенцами и так далее. Наоборот, говорить, машалла, вы должны, с чувством ответственности. Ну что ж, мне кажется, мы обсудили не все, но очень важные, главные аспекты нашей системы образования. Я понимаю, что разговор может быть бесконечный и долгий. Эльмира Ханум, опыт или знания? Опыт. Все-таки опыт. Ленор Ханум, традиции или перемены? Перемены. Ох, как вы сейчас резко. Анисе Ханум, образование как возможность или как статус? Возможность. Образование как возможность. Витания Ханум, частное или бюджетное обучение? Частное.
Сегодня мы поговорили на разные темы, и в первую очередь о том, каких граждан выпускает наша система образования. Есть ли угроза крымско-татарского языка? Надеюсь, это наш не последний разговор. Мы встретимся вновь на программе, в проекте «Меркес». До новых встреч. Сохнин Халнес.